Всем доброе утро! А доброе утро начинается с восхода солнца и с молитвы Господу Богу. Дорогой Небесный Отец, я воздаю Тебе хвалу, честь и славу. Спасибо, что Ты, Господи, меня разбудил. Вся Тебе слава, Господь драгоценный, что я могу созерцать вот такое зрелище, когда солнце восходит. Какая красота! Ведь многие люди слепые или неподвижные, они не могут встать и смотреть, и созерцать вот эту красоту. Поэтому в Библии написано: «За все благодарите Бога». Господи, я так Тебе благодарна, что я могу вот так в 6 утра прогуляться, подышать свежим воздухом, помолиться. Это какая радость! Любой человек, который болеет, который не видит, он бы большие деньги дал, чтобы только глаза открылись и чтобы он мог видеть. Но ведь глаза открыть бесплатно может Господь Иисус Христос, потому что Он открывал глаза, написано в Евангелии. Пришли 10 юношей слепых, которые попросили Иисуса исцелить их, зная, они услышали, что Он исцеляет, что Он любую болезнь исцеляет. Они пришли, попросили, Иисус Христос их исцелил, и они убежали. И только 1 из 10 вернулся и поклонился Иисусу Христу. А Иисус говорит: а где же 9 остальных, чтобы поблагодарить Бога? Не надо ему денег, как другие люди подарки дарят. Спасибо сказать простое. Но и этого нету. Правильно, в людях много отнято. Но Господь Иисус желает людям обогатить внутренний мир, духовный мир людей. Славлю я Тебя, Господи, аллилуйя. Низкий поклон Тебе, Господь Бог, Владыка. Тебе вся слава, хвала и величие. Бог прекрасен, Бог чудесен, Бог достоин, святый, праведный. Господи, воистину нет у Тебя равных подобных. Бог много милостливый, человеколюбивый, святый, праведный, истинный, вечный, святой, несравненный Бог. Я поклоняюсь Тебе во имя Иисуса и умоляю за всех моих драгоценных, Отец славы, милостью Христа, прости всех нас, помилуй нас, исцели, измени. Кто болеет, удали немощи, болезни. Кто не имеет хлеба, накорми, Господи. У Тебя есть сотрудники, которые принесут людям покушать. Господи, миленький, умоляю Тебя, Господи Боже, обрати, святые очи, на нас. Господи Боже, приблизь наши души к Тебе. Дай осознать всем, что мы не можем жить без Тебя, потому что у Тебя жизнь, у Тебя, Господь, все глаголы вечной жизни. Обрати, Господь, всех нас на Твой святой путь. Даруй нам тихо, мирно жить на этой грешной земле. Даруй нам, Господи, идти Твоим путем, провозглашая Евангелие всем людям земле, чтобы все люди пробудились, чтобы все люди прекратили делать зло, чтобы все люди научились делать добро. А научиться делать добро – это не так легко, когда человек привык делать злое. Только Иисус Христос может человека освободить от того, что сатана запутал человека во всякие греховные страсти. Только Иисус Христос может освободить. Поэтому всем нам необходимо просить Иисуса Христа простить и помиловать нас и дать нам мир. Господь Бог, спасибо Тебе за Твою доброту. Отче наш, живущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так на земле. Хлеб насущный, Господи, подай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство, сила, слава во веки веков. Благодарение Тебе, Господи, что уже сегодня 15 августа Ты пробудил нас, Господи, и даешь нам дальше жизнь, Господи Боже. Пусть Твоя благость и милость, Господи, пребудут со всеми нами. Пусть Твой мир и Твоя любовь, Господь, наполнит всех нас. Прости, Боже, всех президентов земли, которые не осознали значение ихнего руководства. Дай им, Господи, заповеди Твои, запиши им в разуме, в сердце Твои уставы, Твои постановления, чтобы, исполняя Твои заповеди, храня мир, любовь и радость, чтобы народ жил тихо, мирно и любили Тебя, Господи, и уважали всех людей. Спасибо Тебе, Господь Бог. Будь благословен, Господь. Будьте благословенны, дорогие. Хорошего дня. Аминь.